Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать, как я держу червей дождевых у себя. Как я их подкармливаю. Если кто разбирается в этом деле, то, пожалуйста, напишите комментарии ваши к этому видео и объясните мне. Может, я чего-то не понимаю. Ну вот, где-то я слышал, что червей нужно прикармливать чаем. Вот именно вот этой вот заварной частью, самой заваркой. Я вот таскаю с работы такие пакетики одноразовые, использованные. И им постоянно в неделю раз я приношу и подсыпаю сюда. Может, я чего неправильно делаю. Кто держал червей. А черви мне нужны весной будут. Буду пробовать на червя что-нибудь поймать. Хочу попробовать. То постоянно блесной, только рыбачу. Червей вот первый год решил разводить. Ну, пока скажу так, что они даже немножко как бы стали потолще. До этого у меня совсем худые они были. Не прикармливал ничем. А сейчас вот как будто даже немножко... Вот земля совсем подсыхает. Нужно добавить, наверное. Вот они. Там мне один друган там с Якутска, с города, подогнал червей. И вот я их пытаюсь тут. А также у меня была картошка в мешках. Я ее... Земля осталась с картошки. Со всякой там этими, с остатками, с кожурками там туда-сюда. Я ее сюда подмешал. Вот не знаю, просветите меня, если что я неправильно делаю. Чем можно ее еще прикормить, этих червей, чтобы до весны у меня протянули они. Вообще у нас на червя сик берет. Ну и там плотва, сорога, елец, подъязок, ясь. Что еще? Хариус. Потом, после того, как насыпали сюда вот заварку, накрываю. Я в ней вот в этой посуде, коробочке в этой, червей таскаю на рыбалку. И вот так накрываю просто.
А потом крышкой вот этой, чтобы они не убегали, накрываю. И потом просто вот накрываю, ставлю такое место, где не очень тепло и не очень холодно. Ну, повыше от пола. У нас полы холодные. Значит, потом еще я вот такой вопрос. Вы знаете, там мне мама моя любимая когда-то присылала вот такие блески в подарок на Новый год. Вот такие блески, да? И кто у нас вот специалист, я знаю, что у меня там с большой земли тоже смотрят. Про Пыжьяна что-то много знают. Ну, сик Пыжьян у нас, Пыжьян в основном. Я хочу сделать вот так вот. Посоветуйте, что, как. Я не особо специалист, конечно, в этом деле, но я сейчас хочу сделать вот так. Завтра просто еду на рыбалку. И где-то я слышал, что вот эти блески нужно подсыпать в лунку во время рыбалки, чтобы столб вот этот, который создается от падения вот, ну, вот этой почвы, плавного падения на дно, он блестел одновременно с этими блесками и тем самым привлекал рыбу. Правильно или неправильно я делаю. И вот с каждого цвета добавлю сюда маленько блесок. Как вот вы на это вообще смотрите? Что у меня, как думаете, что у меня получится? Напишите в комментариях. Будет на это у нас работать или нет, я узнаю об этом завтра. И ваши комментарии хочу сопоставить с результатом. Я таскал вот эти блески в прошлый раз на рыбалку, и они у меня намокли маленько. Там есть сухие, есть намокшие вот эти. Вот так сделаем. Вот сухие. Вот так. Вот так сделаю. Вот так маленько добавим. Вот так. И вот так. И сегодня еще поставлю на горячую батарею, чтобы земля просохла как следует и была более такой легкой, скажем так, чтобы при 2-3 щепотки, когда добавляешь, чтобы они плавно опускались. Ну и червей, наверное, завтра сюда же закину, увезу. Червя тоже возьму маленько, завтра попробовать.
Так что пишите ваши комментарии, кто что думает по этому поводу. Правильно я делаю или нет.